В такой солнечный и прекрасный день в здании Музея боевой славы проходит брейн-ринг между студентами АГУ и МГИК. Студенты соревнуются на такие темы, как искусство и литература. Мероприятие прошло в рамках международного гуманитарного проекта «Миссия Добро», реализуемого представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Московским государственным институтом культуры. Его цель – укрепление абхазо-российской связи в области культуры и образования. «Миссия Добро» охватит все районы нашей страны. Как вы знаете, Россотрудничество проводит уже третий год на территории Республики Абхазия эту программу. Если первые 2 года мы проводили их в основном совместно с Министерством здравоохранения, и они были направлены на работу с детишками с ограниченными возможностями, и в основном это ребята, у которых были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то в этом году мы решили программу расширить и пригласить уже сюда, ну вот если в прошлом году у нас было по 2-3 волонтера, в этом году мы заключили соглашение с Московским государственным институтом культуры на проведение вот такой программы «Миссия Добро». И мы сюда пригласили уже 30 волонтеров. Это ребята, студенты Московского государственного института культуры и 8 преподавателей, которые приехали в Абхазию на работу в течение 2 недель. 38 представителей разных творческих факультетов российского вуза, хореографы, певцы, организаторы мероприятий и журналисты на протяжении 12 дней будут давать мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, а также работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Обмен культурами и знаниями очень важен для студентов всех стран. В программе у нас образовательные блоки, которые включают непосредственно мастер-классы. Вот я веду образовательный блок, который называется «Стартап в сфере культуры и искусства», портфель креативных идей для старшеклассников. И мы будем в такой игровой форме рассказывать о тех новых образовательных программах, которые есть, когда человек может реализовать свою идею, не вложив в это ни копеечки своих средств, и получить тот продукт, который будет востребован и для себя лично, ну и для общества. Еще в начале соревнования жюри сообщило, что эта игра – товарищеская встреча, и здесь не будет победителей и проигравших. Атмосфера в интеллектуальной игре царила дружеская и позитивная. На решение каждого вопроса студентам давалось по 7 секунд. Несмотря на то, что в этой игре за правильные ответы не давались баллы, участники проявили активность и вовлеченность в процесс. Ульяна Рожкова, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.